Индерский район – это благодатный край, уникальная земля, недра которой наполнены природными богатствами. Это единственный из 7 районов Атыраускай области, где нет нефти. Однако он имеет очень высокий геологический потенциал. Здесь можно встретить почти все 98 элементов таблицы Менделеева. Растет и развивается отрасль промышленного производства региона, прибыль от которой увеличилась в 2 раза по сравнению с прошлым годом и составила более 2 миллиардов тенге. Индекс физического объема – 180%. Соль – это главный бренд Индерского района. По ее запасам регион занимает 2-е место в мире. Согласно прогнозам, количество залежей соли здесь составляет около 2 миллиардов тонн. Запасы природного богатства не истощаются, потому что слой соли обновляется и утолщается до 10 сантиметров ежегодно. Добыча и поставка качественной продукции для населения является одной из первостепенных задач. Эту цель ставит перед собой и ТОО «Индертус», которое занимается производством технической соли. Пока это предприятие осваивает до 10 тысяч тонн продукции в год. Совсем скоро здесь планируют расширить масштабы производства, и у завода откроется 2-е дыхание. После запуска нового цеха предприятие будет выпускать пищевую соль. Планируется довести годовую мощность до 100 тысяч тонн в год. Готовую продукцию будут экспортировать и в другие страны. Необходимо более глубже и шире освоить производство соли высшего сорта и качества, так как этот бизнес является долговечным. Большую часть прибыли в экономику района вносят горнодобывающая и химическая отрасли. Недра Индерской земли хранят следующие запасы полезных ископаемых, таких как бор, калий, магний, мергель, карбонат, гипс, руда, медь, ангидрит, а также и различные глинистые породы, ценные минералы, металлы, песок, известь. Кроме того, здесь находятся 100 миллионов тонн нетронутого цементного сырья. Во всем мире галогенные породы баратов можно встретить только в Индерском районе. Здесь же находятся большие запасы крепкого и качественного щебня. В районе функционируют 4 предприятия по производству природных строительных материалов. К примеру, ТОО «Актауский битум» с помощью турецкого оборудования способны выпускать 120 тонн готовой продукции в год. В результате работы завода на рынок будут поставляться гипс, щебень и сухие строительные смеси. На расстоянии в 30 километров от завода расположен отдельный участок по производству гипса и дробильно-сортировочный комплекс. Здесь есть возможность получить гипсовый камень, фракционный состав которого составляет от 0,1 до 300 мм. Кроме того, у завода есть отдельный железнодорожный тупик. Используя эти возможности, предприятие «Актауский битум» намерено развивать свою деятельность дальше и экспортировать местную продукцию в другие страны. ТОО «Иси Гипс Индер» выпускает около 6 миллионов квадратных метров гипсокартона в год. По мощности и масштабам предприятие занимает 2-е место в стране среди заводов по производству гипсокартона. Предприятие изготавливает 4 вида продукции по известной немецкой технологии КНАУФ. Индерский район является удобным местом для развития отечественного туризма. В этом благодатном крае расположилось соленое озеро Туздыколь, которое в народе прозвали «степным лекарем». Общая его площадь составляет 110 квадратных километров. Уникальный дар природы стал целебным местом для людей. С каждым годом растет количество приезжающих на озеро. Среди них и иностранные туристы. Целебные свойства соленого озера признают и ученые-академики. Воды и грязь Туздыколя состоят из комплекса природных минералов, которые могут применяться для лечения 25 разных заболеваний организма человека. И это доказанный факт. Воды озера Туздыколь содержат бор, бром, калий, магний. Особенно бор применяется при лечении онкологических и кожных заболеваний, а также болезней дыхательной системы. Территория, на которой расположено соленое озеро, похожа на Белую долину, потому что находящиеся здесь солевые кристаллы ежегодно растут и утолщаются до 7-8 сантиметров. В перспективе в этой местности планируется строительство лечебно-оздоровительного санатория на 300 посетителей. На Индерской земле нашли вечный покой Махамбет Батыр, знаменитый би Малай Сары, поэт Мурат Манкеулы и первый казахский бард Тебылды Досымов. Если будет разработан туристический маршрут, то это, несомненно, приведет к большому потоку людей к святым местам.
Индерский район находится на перекрестке многих больших и малых дорог. Если будет развита сфера логистики, то ожидается рост потенциала района, увеличение доходов и прибыли. После завершения строительства автодороги от Ирао-Астрахань для региона распахнутся ворота в международную автомагистраль. К примеру, автотранспорт, выехавший из крупных городов России, чтобы добраться до Кавказа, может проезжать через территорию Индерского района. Данный маршрут, безусловно, сократит километраж и принесет экономические выгоды, особенно для логистических компаний. Строительство СТО для проезжающего автотранспорта, складов хранения груза, кафе, ресторанов и гостиниц для водителей способствовало бы увеличению доходов предпринимателей. Центры логистики – это идеальное решение для экспорта товаров местного производства по разным направлениям. Строящаяся трасса Карабао-Индер, безусловно, придаст новый импульс для реализации этих планов. Параллельно проводится полная реконструкция и модернизация внутрирайонных дорог. Агропромышленный сектор. В этом году в районе произведено сельскохозяйственной продукции на сумму более 1 миллиарда 300 миллионов тенге, что на 103% больше по сравнению с прошлым годом. На просторных степных пастбищах жители района занимаются разведением около 170 тысяч голов скота. С каждым днем меняется облик богатой природными недрами Индерской земли, развивается инфраструктура. Динамичными темпами идет жилищное строительство, активно проводятся работы по реконструкции и ремонту дорог, прокладываются трассы и в близлежащие села. Обновляются парки в районном центре. С целью благоустройства улиц здесь посадили саженцы деревьев. Возведены памятники знаменитому казахскому жырау Мурату Манкиулы и первому казаху-барду Табылды Досымову. В поселке Индер, первым среди всех районов Казахстана, открылся кинотеатр в формате 3D на 200 мест. Здесь расположен и молодежный коворкинг-центр. Для гостей построены и работают 4 комфортабельные гостиницы. Есть и немало ресторанов и кафе. В районе имеется современный супермаркет продуктов питания. Все проводимые работы призваны создать благоприятные условия жизни для населения. С другой стороны, комфортабельные условия проживания должны привлечь к себе внимание заинтересованных инвесторов. Индерский район – это удобное и благоприятное место для работы инвесторов. В районе насчитывается около 1000 представителей бизнеса. Потенциал региона с промышленным производством огромен. Поэтому Индерская земля ждет сильных и целеустремленных предпринимателей для того, чтобы использовать все природные богатства на благо человека, на благо всей страны. И только так, динамичными темпами, будет развиваться каждая отрасль экономики. И благодаря этому о маленьком районе впоследствии узнает весь мир. Добро пожаловать в Индер!